Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Власти подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии, который призван модернизировать замороженные с 2014 года пенсионные накопления. Минфин и Центробанк работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года. Изначальный проект системы индивидуального пенсионного капитала, которая предполагала, что россиянин автоматически подпишется на отчисление взносов с зарплат для будущей пенсии, не был поддержан президентом. Он был переписан под полностью добровольный порядок участия граждан в системе накоплений. Переработанный проект новой пенсионной модели сменил название на гарантированный пенсионный продукт. Основная цель проекта, переименованного еще раз в гарантированный пенсионный план, осталась неизменной. Это предоставить гражданам возможность за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды копить на будущую пенсию. Размер отчислений может быть абсолютно любым. Участник новой пенсионной системы сможет устанавливать его самостоятельно, но не более 6% от зарплаты. Он также может неограниченное количество раз приостанавливать уплату взносов, но не более чем на 5 лет в общей сложности. При этом с даты уплаты первого взноса и до истечения 6 месяцев вводится период охлаждения. Гражданин может отказаться от участия в системе гарантированный пенсионный план и забрать все уже перечисленные деньги. На совещании в правительстве под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова были сняты основные разногласия Минфина с другими профильными ведомствами и компаниями по законопроекту о господдержке проектов в Арктике. В законопроекте, который внесло Минвостокразвитие, были подписаны нулевые ставки налога на добычу полезных ископаемых для разработки нефтегазовых месторождений на шельфе Северных морей, против которых изначально выступал Минфин. На совещании договорились, что эти месторождения в течение 15 лет будут платить 5%. Этот налог с момента достижения выработанности запасов 1%, сказал Трутнев. Регионы получили право снижать до нуля налоги на земельное имущество и участки, а также региональную часть налога на прибыль для компаний, которые осуществляют проекты на их территории. Инвестиционный вычет из федеральной части налога на прибыль для геологоразведки нефтегазовых месторождений в Арктике составит 50% объема затрат на эти цели, добавил вице-премьер. Благодаря списанию африканским странам долгов более чем на 20 миллиардов долларов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что долги Африки были эфемерными и невозвратными, зато сейчас появилось много новых возможностей для России. Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет. Это большая занятость. Это экспансия на мировые и африканские рынки, подчеркнул Песков. Накануне глава государства сообщил, что и остаток долга Эфиопии перед Россией в размере 163,5 миллиона долларов вскоре спишут по схеме «долг в обмен на развитие». Долг в обмен на развитие означает, что списание долгов проводится в обмен на преференции. Например, разрешение на работу российских компаний, разработку месторождений или доступ к стратегическим областям экономики в приоритетном порядке. Промсвязьбанк создаст отдельное бюро кредитных историй для военных и сотрудников силовых ведомств. В целях безопасности данных оно будет принадлежать только российским акционерам. Необходимость создания такой структуры обуславливается тем, что в 3 существующих крупнейших бюро кредитных историй есть американские акционеры. Сформировать новую структуру планируется в течение 5 лет. Сейчас банк разрабатывает наполнение для нее. Ведется активная работа по внебанковским сервисам. Планируется, что клиентами новой кредитной организации станут военнослужащие, силовые ведомства, а также представители малого и среднего бизнеса, участвующие в гособоронзаказе. Генпрокуратура России считает необходимыми изменения в законодательстве для достижения четкого регулирования вопросов закупочной деятельности. Только за первые 6 месяцев текущего года надзорное ведомство выявило более 100 тысяч нарушений в этой сфере. В частности, органы прокуратуры считают необходимыми при организации закупок учитывать сведения о нарушениях, допущенных претендентами на контракты ранее, а также установить более жесткий контроль над стадией приемки продукции, чтобы исключить возможность хищения. Главной задачей считается разработка правовых механизмов, исключающих участие в закупочных процедурах недобросовестных заказчиков. Как отмечают в Генпрокуратуре, уже почти 3 года действует закон, который запрещает заключать государственные и муниципальные контракты с юридическими лицами, которые ранее привлекались к административной ответственности по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.